знаю, как должны действовать противовирусные лекарства. Может, они постепенно борются с вирусом, может быть, они убивают его там 5 дней, я не знаю. Но я считаю, что лекарство должно действовать, ну, хотя бы на следующий день. Но от Кока-Целла я вообще не почувствовала никакого улучшения. Мне становилось только хуже. Опять-таки, как я прочитала в интернете, это не мне хуже становилось, а это организм начинал активно бороться. То есть, если мы кашляем, чихаем, у нас поднимается температура, значит, иммунитет хорошо работает. Так сказала Малышева в том числе. Но я не знаю, как иммунитет работал, но чувствовала я себя крайне плохо. Поэтому я считаю, что мне Кока-Целл, как, собственно, и другие противовирусные, не помог. И поэтому я попросила купить мне антибиотик. Я решила пить амоксиклав, потому что у меня с Турции был антибиотик. Я там тоже болела. И вот я не помню, либо мне кто-то его дал из коллег, либо я его покупала в аптеке, я уже не помню. Но здесь в составе амоксициллин и клавулановая кислота. В Турции он называется клавунат. Но это тот же аналог амоксиклава. В аптеках продается просто амоксициллин без клавулановой кислоты, просто чисто амоксициллин. Но не чисто, там тоже какие-то вспомогательные вещества. В общем, без клавулановой кислоты стоит он на порядок дешевле. Но, как я прочитала в интернете, именно с клавулановой кислотой эти лекарства более эффективны. Вот. И поскольку у меня был именно такой препарат, то есть амоксициллин плюс клавулановая кислота, мне, конечно же, нужно было продолжать пить такой же препарат с такой же дозировкой. И вот когда я начала пить этот препарат, на следующий день мне уже стало лучше гораздо. Когда у меня сильно болела голова, я пила нурофен. Но один раз выпила одну таблетку. Я не стала злоупотреблять таким количеством лекарств. Все это одновременно. Вот, но у меня очень сильно раскалывалась голова, прям нереально. Мне пришлось выпить один раз салфеток. И я израсходовала, наверное, 10 пачек уже точно таких. Хорошо, что я покупаю большими упаковками. Кстати, категорически не рекомендуется использовать носовые платки. Имеется в виду тканевые, только бумажные одноразовые платочки. Кстати, хотела что еще сказать. Я начала уже более углубленно читать про Кока-Целл. Хотела понять, почему мне не помогает. Так вот, я прочитала, что в Кока-Целле содержится такое вещество, которое называется кассипол. Кассипол запрещен ВОЗ. ВОЗ — это Всемирная организация здравоохранения, если кто-то не знает. Так вот, кассипол запрещен ВОЗ с 98-го года, потому что это вещество влияет на репродуктивную функцию. То есть есть вероятность того, что человек, принимающий это
вещество в дальнейшем может стать бесплодным. Вот. В ККЦЛе задержится это вещество, но не в свободной форме. И тем самым производители оправдывают его содержание в данном препарате, что раз газибол не в свободной форме, то он, соответственно, не попадает в организм как отдельное вещество, что ли, я не знаю, как это правильно объяснить. То есть он не высвобождается из этого препарата, соответственно, не действует на организм так, как о нем пишут ученые, но тем не менее я бы не рекомендовала вообще этот препарат, это не антиреклама, просто я побоялась купить такой препарат, я купила что-то более проверенное. Самое интересное, у меня есть заметки в телефоне, как у всех, наверное, и я еще летом читала статью про лекарства от вирусов и выписала себе в заметки, какие лекарства стоит пить, какие нет. Но написала очень кратко, то есть я написала орбитол, инкверин нет. Я, к сожалению, не помню, почему нет. Сделала вывод из статьи, я просто себе вот так кратко записала, но уже не помню, почему нет. В общем, орбитол, инкверин нет. Циклоферон я написала хорошо, но не доказанной эффективностью. То есть это значит, не проводились исследования на людях, возможно, только на мышах. Поэтому, то есть его опасно, возможно, пить, но хорошо означает, видимо, то, что они помогают, но их эффективность не доказана. То есть это может быть эффект плацебо, может быть, они действительно помогают, но какие могут быть последствия от их приема, непонятно. Вот, и у меня было написано ремонтадин, да, то есть четкое да. И когда я гуглила, какой противовирусный препарат попить, я выбирала между ККЦЛом, ремонтадином и не помню еще какой-то препарат на А, не помню, к сожалению, уже название, не амиксин, в общем, какой-то еще. И я позвонила подружке, которая знает, там, в курсе всех лекарственных новинок и так далее, и спросила, что она принимает от простуды в последнее время, и она мне сказала ККЦЛ. Собственно, это и повлияло на окончательное решение в пользу ККЦЛ. Так вот, к чему я все это говорю. Раз я выбирала между ремонтадином и ККЦЛом, значит, и в этот раз о ремонтадине я прочитала хорошие отзывы. И уже купив ККЦЛ, я начала снова гуглить. Потому что я не понимала, почему мне не помогает. Начала опять гуглить. И смотрела всякие передачи с Малышевой, там другие передачи на YouTube. Я не склонна верить Малышевой на 100%. Особенно с ее пропагандой делать прививки от всего и всем. Все-таки я думаю, Малышева проплаченный врач. Но иногда она, конечно, говорит отдельные вещи. Не только она, вообще в его передачах. В общем, она сказала, что если грипп
не знала, что антибиотиками не лечат простуду и грипп, а только осложнения. И, кстати, если вы начали пить антибиотики, противовирусные надо принимать все равно. Я не знаю, пустышка ли это, подделка или просто препарат должен так работать. Я все равно продолжаю принимать с антибиотиками противовирусный препарат. Здесь что прикольно, схема очень удобная. То есть первый день нужно пить по 2 таблетки 3 раза в день, 2 дня. Потом по 1 таблетке 3 раза в день, 2 дня. То есть 4 дня нужно пить. Еще вот мне интересно ваши отзывы послушать по поводу лекарств, что вы принимаете при простуде, гриппе, чем лечитесь. Не народная медицина, а вот именно лекарственные препараты. Но народная медицина тоже интересна. Так, что я еще, чем я еще спасаюсь? Фурацилин. Я не знаю, чем этот фурацилин отличается от таблеток в бумажных пластинах. Но мне купили такой, стоит он 70 рублей. Но тоже недорого. Я им полоскаю горло. Они жгучие, то есть их не надо ломать, там изворачиваться как-то, чтобы превратить в крошку. Просто кидайте таблетку, она растворяется. Очень хорошо полоскать горло. Также я полоскала горло содой и солью. В начале лечения я пшикала биопарокс. Обычно он меня всегда спасал, но что-то как-то в этот раз, видимо, сильно я заболела, и биопарокс мне не помогал, антиангин. Гораздо лучше мне было от него. Боль в горле практически прошла сразу после того, как начала антиангином пользоваться. Вот. Дальше что? Еще я использовала оксалиновую мазь впервые в жизни. Мне подсказали просто. Сказали, что она очень эффективно борется с вирусами. Она стоит очень дешево. Сколько вот? 30 рублей. Ее нужно мазать прям в нос. Но она такая противная, она щипит очень. Может, из-за раздраженной слизистой. Когда только у меня заболело горло, все началось с болезни горла, мне в аптеке порекомендовали эти таблетки. Я их категорически никому не рекомендую. Во-первых, они не лечат. Они вообще не помогают никак, по крайней мере мне. И самое ужасное, они очень противны на вкус, просто нереальные. Вот гранитин другое дело. Эти таблетки 150 рублей, 24 таблетки. А у этих цены нету. А вот эти 220 рублей, 18 таблеток. Они, во-первых, гораздо вкуснее. Они реально смягчают горло. То есть, ну не скажу, что прям так вот вылечивают. Все равно нужно и полоскать горло. И все-таки горло должно быть в покое. Надо меньше его напрягать, меньше разговаривать, особенно громко. Но это градусник мой. Уже мне несколько лет. Я периодически сравнивала температуру с ртутным градусником. Обычно никогда не подводил. Но в этот раз я хотела померить температуру ртутную, потому что мне казалось, что у меня есть температура. А этот градусник не показывал. Ну, то есть показывал нормальную температуру. Но, что самое интересное, я не нашла свой градусник. Я не понимаю вообще, куда он мог деться. Просто пропал градусник. От насморка я использовала нафтизин. Самый обычный дешевый нафтизин стоит, не знаю, наверное, 5 рублей. Но это единственное средство, которое у меня было дома. Мне, в принципе, нельзя пользоваться сосудосуживающими препаратами, особенно такими агрессивными, как нафтизин. Почему? Потому что в детстве я страдала аллергией, аллергическим ринитом. Да не только в детстве, в принципе, всю жизнь. И года 3 по незнанию я пользовалась нафтизином каждый божий день. То есть я утром закапывала, там не хватало до вечера. Вечером опять до утра. И вот так вот 3 года подряд. Я там, наверное, сожгла себе всю слизистую. Но я, конечно, проверялась после этого.
пазухи носа. Ну, как говорят врачи, это не страшно. То есть она просто может лопнуть, и как бы это ничего. Главное ее наблюдать. Извиняюсь за эти подробности, может кому-то это не интересно, но или неприятно слушать, но я опять-таки хочу предостеречь от тех, кто пользуется такими каплями, тем более такими агрессивными. Я не знаю, вследствие чего возникла у меня эта киста. Она мне, в принципе, по жизни не беспокоит вообще никак. Но приходится постоянно делать КТ раз в год, наблюдать ее, посещать лор-врача и так далее. Вот. Ну, как врачи говорят, это вследствие того, что я пользовалась нафтизином. Но не знаю. Вот. Я не помню, откуда он у меня взялся. Я обычно, сколько я помню, я его не использовала. У меня была мама. Может быть, она покупала, не знаю. В общем, начала я пользоваться нафтизином, потому что я уже просто не выдерживала. У меня просто так сильно отек нос, что мне нужно было ну хоть что-то. Я закапалась нафтизином. А потом, когда уже пошли в аптеку, мне купили вибрацил. Опять-таки я там по-быстрому, у меня просто было ограниченное время. Поэтому я по-быстрому прогуглила про Какоцел, по-быстрому прогуглила про капли в нос и толком не успела ничего почитать нормально. В общем, купили мне вибрацил по моей просьбе. Что могу сказать? Тоже сосудосуживающее средство. Но, как я поняла, больше идет как противоаллергическое. И это умеренное сосудосуживающее средство, то есть не такое агрессивное, как нафтизин. И у них действующее вещество разное. Здесь нафазолин. А здесь диметиндин, амалиат и виниловрин. Но все равно это сосудосуживающее средство. Помогало оно так. Оно, во-первых, когда был сильный насморк, не пробивало нос вообще мне. Когда уже насморк стал умеренным, пробивало нос. Но действие заканчивалось его очень быстро. То есть нос потом через буквально полчаса уже не дышал. Здесь в составе масло лаванды. Ну, просто масло лаванды. Больше идет оно как ароматизатор, я думаю, потому что это даже не эфирное масло. Рекомендуется закапывать средства на основе эфирных масел, такие как пинозол и так далее. А я когда просила купить не от насморка что-то, я как раз просила не пинозол, потому что я помню в детстве, когда мне мама покупала пинозол, он никогда не пробивал мне нос. Правильно, потому что он не сужал сосуды, а как раз таки лечил воспаление. Но мне-то хотелось дышать. Я считала, что он не пробивает нос. Хотя вот зря я так считала. Зря
прощаемся со